Добрый день, друзья! Я рада вас приветствовать. Сегодня мы будем с вами говорить про очень важную тему. Она касается абсолютно всех мам, всех родителей. Это тема эмоционального выгорания. И так или иначе мы в определенные периоды жизни подвержены этим проявлениям, этим состояниям. И очень важно понимать, что это, какие причины возникновения этих состояний. И самое важное, как помочь себе можно. Вот когда ты проживаешь какой-либо этап, который так или иначе связан с такими ощущениями, как чувство просто накопленной усталости и отсутствие вообще какой-то эмоциональной реакции на происходящее событие. Да? И почему мы говорим именно в контексте мам, обозначу сразу, что изначально более ранних этапах все-таки термин эмоционального выгорания применяли к людям определенных профессий, да, помогающих профессий. То есть это врачи, это педагоги, это учителя, это медики, психологи, да, то есть те люди, чей образ жизни профессиональный прежде всего был связан с общением с огромным количеством людей. Там, где люди могли высказывать какое-то недовольство, проявлять агрессию, претензии, да, то есть и ты пропускал через себя весь этот поток самой различной информации. И соответственно, как следствие всего этого, то есть наступало у таких профессиональных людей синдром эффекта эмоционального выгорания. Но в последние десятилетия очень часто про синдром эмоционального выгорания говорят именно в контексте мам, да, то есть и почему это важно, да, то есть как правило, то есть у нас идет очень мощный конфликт так называемого идеального образа, а какой должна быть хорошая мама, какой должна быть хорошая жена, хорошая женщина, в принципе, да, то есть если мы говорим этими терминами, то, в принципе, наше информационное поле, сети, телевидение, оно так или иначе муссирует и идеализирует этот образ, то есть мы понимаем, что у хорошей мамы дети выглажены, выстираны, у хорошей мамы дети ходят в различные кружки и секции, у хорошей мамы дети в 3 года читают, пишут, а в 5 владеют и французским, и немецким, и английским, и, в принципе, им, как говорится, в Гарвард дорога, да. У хорошей мамы дети могут спокойно играть, и по первому ее зову, просьбе какой-либо, они с улыбкой на лице выполняют прям все пожелания, инструкции мамы. То есть хорошая женщина – это та, которая может утром встать, навести макияж, пока все спят, накрасить ногти, одеть вечернее красивое платье и пойти на кухню готовить завтрак любимым людям. Да? Хорошая мама и женщина – это та, у которой на обед 1, 2, 3 компот. Да? Еще при этом, при всем, ей желательно бы постоянно развиваться, потому что она же должна быть интересным собеседником, духовным, наполненным, мудрым собеседником. Ей желательно зарабатывать еще самостоятельно деньги, владеть каким-либо имуществом, да, то есть просто огромнейшее множество ролей, социальных ролей, обязанностей и директив, скажем так, которые спускают на женщину в виде этой картинки, да, идеальной, какой я должна быть идеальной. И, естественно, это вступает в конфликт с нашим самоощущением, самости, что я вроде под эту картинку-то не подхожу. И реальная наша жизнь, она предъявляет нам совсем другие образы. Да? То есть, например, наверняка каждый отслеживал в собственном опыте, в опыте своих знакомых, друзей, когда, банальные жизненные примеры, да, когда ты собираешь одного ребенка на улицу, а может быть даже и 2, а может быть даже и погода, когда ты одного одел, переключился на другого, этот уже разделся, они разбежались по комнате как тараканы, и просто на то, чтобы пойти погулять, у тебя уходит час. И только ты вышел, а надо уже домой идти, да, потому что нужно мужу готовить обед, ужин, да, он придет с работы уставший, может быть раздраженный, да, или ребенок старший, еще надо пойти старшего ребенка со школы встретить, да, либо когда, например, ты видишь, как какая-то мама просто со стервенением и с пустыми глазами тянет за руку 2-годовалого малыша, он капризничает, не слушает ее, у него протест, а мама понимает, что она например, опаздывает к специалисту на какие-то занятия, да просто куда-либо нужно идти, а ребенок встает в позу, и мама уже просто тянет, она уже просто перестает реагировать, глаза пустые, она тянет, не включается в контакт.
Либо наверняка, ну многим особенно, да не наверняка, всем это знакомо, состояние, когда 2-3 часа ночи у тебя ребенок не спит по самым разным соображениям, зубки режутся, животик болит, маленький, плачет, процессы настраиваются, может быть болеет, может быть просто перепутал режим день-ночь, да, а ты спать хочешь, ты устал, тебе надо еще встать в 6 утра и готовить завтрак в красивом платье с макияжем. Вот, и ты устал, и ты вроде бы пытаешься его качать, убаюкивать, где-то лекарства дашь, а вот, ну, не успокаивается ребенок, и ты терпишь, день-два, может быть, и у тебя идет всплеск, да, то есть ты потом в итоге начинаешь с агрессией, со стервенением его укачивать, убаюкивать в коляске, на руках, да, то есть уже идет такой, ну, неконтролируемый эмоциональный процесс. Таких явлений в жизни каждого много. Вот самый замечательный другие такие явления, что ты там, например, на кухне готовишь что-либо вкусное детям, а в зале тишина, и ты начинаешь медленно радоваться, что вот оно случилось, что дети стали играть, они становятся самостоятельными, а заходя в зал, ты видишь на обоях краски, размазанные чернила, и вроде бы в первый раз ты понимаешь, что, ну, понятно, дети, они развиваются, ты радуешь, хлопаешь в ладоши, но когда это происходит на первый, на второй, на 10-й раз, и когда это происходит после какого-либо очередного ремонта, ну, как бы появляется, как говорится, накал, и точка терпения уже все, взрывается. Другая ситуация, особенно когда у тебя дети с особенностями развития, да, когда это 6, 7, 10-летний ребенок, который только приучается к горшку, да, и ты заходишь в зал и видишь, что он просто сотворил нужду по-большому в каком-нибудь прекрасном светлом углу твоей квартиры, красивой квартиры. Да, и то есть когда ты проживаешь в этом день ото дня, постоянно, систематически и решаешь все эти мелкие житейские задачи, то копится вот так называемое чувство усталости. И здесь вот в продолжение как бы этой темы, здесь все-таки давайте с терминологией немножко определимся, потому что, ну, очень часто говорят синдром хронической усталости, синдром эмоционального выгорания, депрессия. Здесь очень много параллелей, но есть небольшие нюансы. Да, и вот давайте все-таки эту тему немножко затронем, что же это такое, в чем отличие одного от другого. Вот в первую очередь мама живет в постоянном стрессе, много-много задач, много проблем, много чего делегировать невозможно, и мы все это делаем самостоятельно. И в какой-то момент копится усталость, недосыпы, да, то есть и вот синдром хронической усталости – это так называемый эффект накопленной усталости, то есть когда ты даже имеешь возможность отдохнуть, длительно отдохнуть, и после отдыха у тебя вот эта усталость не проходит. Это про синдром хронической усталости. Он во многом обусловлен биологическими причинами, да, то есть это какие-то перенесенные вирусные инфекции, тот же самый герпес, это какие-либо нарушения гормонального фона, да, то есть мы понимаем, что когда идет дисбаланс гормональный, у нас организм вырабатывает, ну, определенные вещества, нейромедиаторы, которые вызывают вот апатию, астению, усталость, подавленность, депрессивные состояния, да. Это биологический фактор. Очень явный пример такой, так называемая послеродовая депрессия, да, когда вот ты вроде малыша родил, вроде бы это счастье, а ты подходить к нему не хочешь, он плачет, ревет, тебя это раздражает. Мало того, ты сама плакать начинаешь, ты не понимаешь, что с тобой происходит, да, а на самом деле здесь вот очень сильно гуляют такие гормональные внутренние процессы. Вот. Но помимо этого, вот в эффекте такой хронической усталости, помимо биологических факторов, большое влияние оказывает и психоэмоциональные факторы. То есть постоянное, длительное проживание вот в таком стрессовом режиме, да, то есть когда ты постоянно, твой кортизол, там, и уровень стресса находится на верхнем пороговом значении, ты в этом очень долго живешь, и этот эффект имеет накопительный такой вот накопительный эффект, да, то есть все это вместе сочетается, и человек вот через какое-то время просто понимает, что, блин, я устал, я ничего не хочу, да, у меня апатия, да, я просто ничего не хочу, я хочу отдохнуть. Вот, это два важных фактора. Вот если человек на стадии хронической усталости ничего с этим не делает, не предпринимает никакие меры, то в дальнейшем это переходит уже вот в так называемый синдром эмоционального выгорания, да, то есть когда
к двум перечисленным присовокупляется еще и эмоциональная такая депривация, да, то есть эмоции атрофируются, ты перестаешь как бы проявлять свою чувствительность. И понятно, что вначале это своеобразный защитный механизм нашей психики. Мы не справляемся с чрезмерной нагрузкой, и организм таким образом защищается. То есть мы перестаем эмоционально включаться в какой-либо процесс. А дети же, они такие, то есть они в любом случае первые годы своей жизни очень сильно от нас зависят, да, то есть им нужна наша включенность, им нужна наша любовь, наша привязанность, наша теплота, да, то есть наша энергетика, они ею питаются. И если мы находимся вот в таком опустошенном состоянии, то ну, как бы полноценного развития, гармоничного развития ребенка не происходит. Вот. И эмоциональное выгорание – это как раз-таки про истощение резервов человека, физических, эмоциональных, интеллектуальных, личностных, да, то есть когда все пусто, тебя нет, как будто бы тебя нет, ты растворен. И уже в дальнейшем, проживая вот в таком положении, ничего не предпринимая, это уже в дальнейшем начинает переходить уже в депрессию. В самых крайних проявлениях, конечно же, это требует помощи специалистов, то есть не всегда возможно с этим разобраться. Помимо этого, я еще как бы скажу, что и депрессия, и эмоциональное выгорание, и синдром хронической усталости включены как бы в перечень заболеваний, да, то есть они так или иначе будут требовать, ну, еще и медикаментозной какой-то подпитки, да, то есть в крайнем проявлении, еще раз подчеркну, то есть каких-то витаминных комплексов, антидепрессантов, возможно, да, то есть, но мы сейчас пока говорим про вот какие-то наши житейские такие проживания и стресс наш житейский, вот, но давайте теперь остановимся, ну, предлагаю остановиться вот все-таки на симптоматике, как это проявляется, на причинах, которые вызывают эмоциональное выгорание, и о том, вот что мы можем как бы, ну, сделать с этим, да. То есть если мы говорим о непосредственно симптоматике, то мы также ее для себя делим вот на таких 3 блока, поскольку у нас, ну, в этом явлении принимают участие и здоровье, и психика, и эмоциональная сфера, да, то есть мы и делим на 3 таких важных блока. И если мы говорим про физическое проявление, то вот в такие моменты что мы начинаем, ну, испытывать? Во-первых, у нас есть, ну, просто колоссальная накопленная усталость, да, которую мы чувствуем физически. Мы не хотим делать никакую работу. У нас появляется чувство вот, ну, слабости мышц, да, у нас появляются какие-то головные боли, мигрени, у нас появляются психосоматические заболевания горла, да, то есть появляется синдром раздраженного кишечника. У нас зачастую сбиваются циркадные ритмы, да, то есть режим день-ночь. Либо мы вот просто постоянно спим и не можем выспаться, либо наоборот, ну, реже наоборот, конечно, что у нас нарушается режим ночного сна. Если мы говорим про социальные проявления, симптомы, как мы можем определить, что как-то у нас есть вот такое понятие, как накопленная усталость, эмоциональное выгорание, человеку что свойственно? Он ограничивает свое активное общение, да, социальные контакты, то есть ему наоборот хочется уединения, ему хочется какого-то восполнения, ему не хочется ни с кем общаться. Человек начинает входить вот в так называемое состояние негативизма, да, то есть он жизнь видит в таком сером цвете, он в своей ситуации жизненной видит проблему, и в этой проблеме обязательно виноваты окружающие люди, да, то есть не оказывают достаточно поддержки, помощи, да, то есть он начинает просто фонить вот этим негативизмом. Проявляется внутренне, да, то есть растет рост внутреннего напряжения, да, потому что не восполняются какие-то базовые функции, базовые потребности, про которые мы ниже поговорим. И, естественно, когда человек не получает удовлетворение этих базовых потребностей, у него начинает расти внутреннее напряжение, злость, агрессия. И по принципу вот затянутой пружины это рано или поздно выстрелит, да, то есть это уже к мерам профилактики. Если же мы говорим про эмоциональную сферу, то есть как это проявляется у нас на уровне эмоций, психики нашей, да, то есть у нас идет, ну, такое потеря неверия в свои силы, да, у нас очень сильно падает самооценка, нам кажется, что все, что мы делаем, ну, безрезультативно, но в принципе, ну, не получает какой-то поддержки, признания, одобрения, то есть у нас опускаются руки, в принципе, мы понимаем, что то, что мы делаем, бесцельно.
Да, то есть мы теряем жизненные ориентиры, мы теряем вот ценность вообще происходящего. Да, то есть и когда вот мы эмоционально это еще проживаем, то ситуация очень сильно как бы усугубляется. И если вы хотя бы какие-то вещи у себя отследите вот в 3 этих основных направлениях, то это первый звоночек к тому, чтобы начинать уже с этим работать, принимать какие-то превентивные меры, чтобы эти состояния как бы сгладить и выйти на качественно другой эмоциональный уровень. И теперь, если уже конкретно говорить про причины, вообще, которые вызывают эти состояния, здесь в первую очередь я хотела бы сакцентироваться на том, что мы, давая какие-то рекомендации, понятно, что они могут быть общие, должны вот в фокусе внимания держать очень разные вещи, несколько вещей. То есть невозможно одному рекомендовать то, другому другое, да, то есть кому-то что-то подойдет, кому-то нет. И когда мы про это говорим, мы должны вот в первую очередь учитывать несколько важных вещей. Понимание того, какой это ребенок у тебя, да, то есть это первый ребенок, второй, третий, это двойня или это погодки, да, то есть мы понимаем, что невозможно как бы сравнить уровень нагрузки, эмоциональной в том числе, физической в том числе, когда это у тебя один ребенок, либо у тебя двойня, да, то есть там, где требуется в разы больше усилий, там, где у детей, у одного может быть смениться режим день-ночь, а другой нормально, да, биологически нормально функционирует, и мама и ночью с ребенком находится, и днем с ребенком находится, да, то есть мы понимаем разность этого. Мы должны обязательно учитывать и держать в фокусе, вообще это ребенок нормотипичный или это ребенок с особенностями развития, да, то есть мы понимаем, что с нормотипичным ребенком у нас все равно какой-то маршрут его развития, описанный в литературе, он есть. И мама понимает, что в год он пойдет, что там в 2 он заговорит, в 3 там то-то, то-то, к 5, к 6 он, по идее, освоит речь. Маршрут жизненный выстроен, а это дает внутреннее чувство вот спокойствия и стабильности. Вот, то есть зачастую маме даже не надо прилагать усилий, просто ведем ребенка в сад, хочешь подключай секции, ребенок все равно естественным, природным образом будет развиваться. Совсем другая динамика и другой процесс, когда ребенок с особенностями развития, да, там, где, несмотря на какие-то общие описательные процессы его развития, ты понимаешь, что все индивидуально, все уникально, даже при наличии одинакового диагноза ты не знаешь, пойдет ли твой ребенок, ты не знаешь, будет ли он говорить, ты не знаешь, будет ли он слышать, у кого слух поврежден, научится ли он когда-нибудь писать, вообще научится ли он когда-нибудь элементарно ходить в туалет и сам себя организовывать и обеспечивать, да, то есть здесь полное неведение. Можно ориентироваться на какие-то образы, на какие-то примеры, но применить это полностью к себе невозможно, а это порождает тревогу, это порождает нервозность, это порождает, чувство страха, бессилия определенного, да, и, естественно, усугубляет течение вот такого феномена эмоционального выгорания. Здесь важно учитывать семья полная и неполная, да, то есть может ли мама получить от мужа поддержку, либо муж просто ограничивается тем, что занимайся воспитанием сама, води сама его по кружкам, по дефектологам, по логопедам, а я буду просто деньги зарабатывать в лучшем случае, да. Бывает, конечно, ситуация, что папа очень сильно включен, и в действительности, таких немного, но это очень огромная помощь маме, хотя бы даже просто включен в то, чтобы разделить с ней какие-то домашние обязанности, да, ведь есть же мужчины, которые категорично, я даже мусор не вынесу из дома, да, вот, либо учитывая момент, что мама одна воспитывает детей, а возможно даже и не одного, да, и здесь, конечно, сложнее все в разы. Вот, учитываем фактор финансового благополучия семьи. То есть мы понимаем, что если семья не нуждается в средствах, не стеснена в средствах, то она может себе как минимум на какой-то сложный этап позволить себе пригласить нянечку, да, чтобы мама могла просто спать, выбирать время для себя, чтобы элементарно хотя бы заняться любимой работой или делом, или как-то выспаться, или пойти заняться здоровьем, нам, например, к врачу записаться, да, и мама может пригласить кого-то. Когда мама может пригласить кого-то, чтобы просто переложить обязанности по ведению хозяйства.
Вот, это естественно, это очень сильно упрощает ее жизнь, делает ее комфортнее, легче, она может больше времени проводить с ребенком. Если же мама стеснена в средствах, то мы понимаем, что, конечно, она все эти функции валит на себя просто, и здесь нагрузка, ну, чрезмерная получается. Тем более надо сказать, что женщина, особенно женщина с маленькими детьми, женщина с особым ребенком, она, как правило, очень уязвлена. Да, то есть, как правило, она на какой-то период своей жизни становится финансово зависима от своего мужа. По-разному это происходит. То есть бывает, что мужья контролируют ее финансовые траты. Да, то есть, ну, я не буду сейчас эту тему развивать, это здесь как бы из области финансового насилия, есть такое понятие, термин, да, то есть не буду пока эту тему углублять, но тем не менее мы понимаем, что вот в такой непростой период мама еще попадает в такую как бы определенную финансовую зависимость от мужа, да, от близких людей. Вот, и это, естественно, вот накладывает определенный отпечаток. Мы должны в поле зрения держать как бы состояние здоровья мамы, да, про которое я говорила, то есть хорошо ли ее биологические процессы налажены. Если, естественно, она болеет, то ну и сил-то взять неоткуда, да, то есть надо сначала с этим разобраться. Мы должны учитывать такой момент, как мама работает или нет, да, то есть несмотря на то, что смена деятельности, она дает такой импульс, ресурс дополнительный, и это на самом деле очень классно, когда мама может позволять себе работать. Но здесь главное вот тоже в крайность не входить. Если мама вынуждена работать и вот сразу после рождения как бы идет работать, зарабатывать деньги, здесь как бы множество и внутренних конфликтов, и множество противоречий, а соответственно повышенный уровень стресса. Это одно. Мама хочет быть и реализовывать свои функции мамы, ребенок маленький. Мама хочет в то же время, страдая чрезмерной ответственностью, как бы выполнять свои должностные обязанности хорошо, да, и это в свою очередь порождает тоже множество конфликтов и дает дополнительную нагрузку. И уже исходя из этого еще один важный критерий, который мы учитываем, это личностные особенности мамы. То есть есть женщинам в принципе очень часто свойственно вот максимализировать все, да, то есть мы не можем делать наполовину, нам надо быть хорошей во всех сферах своей жизни, да, то есть и нам надо стараться посвятить много времени ребенку, нам надо в то же время выполнять поручения руководства. А когда ребенок вдруг заболел, и на работе что-то требуется, да, у нас просто множественные конфликты внутри, да, я даже могу сказать больше, что до 3 лет совмещать и работу, и ребенка, но это невозможно, это единицы могут, и однозначно все равно с какими-то внутренними противоречиями. Вот, то есть максимализм, да, усугубляет ситуацию. Чрезмерное долженствование, да, то есть особенно это характерно тем мамам, тем людям, которые занимаются уходом за тяжело и длительно болеющими, взрослыми, стариками, детьми, да, то есть когда ты идешь в этот процесс отчасти под таким флером «я должен», да, то есть «я должен», он так или иначе всегда вызывает внутренний такой протест, нежелание, да, вот как бы. То есть это без удовольствия, процесс без удовольствия, а скорее всего процесс вот потому что должен. И волей-неволей это приводит к тому, что вот появляется чувство безысходности, не видно света в конце туннеля, да, чувство вынужденности, чувство в то, что ты, ну, как бы бесцельности, бессмысленности, копится внутреннее такое отторжение, негатив однозначно. Вот, это важные основные факторы, которые мы учитываем. И продолжение к этому, то есть еще из немножечко вот из причин, все-таки нахождение в 4 стенах, да, то есть вот когда мама ограничивает свою жизнь только лишь домом и ребенком, это так или иначе будет способствовать тому, что она выгорит. Когда мама ограничивает свои контакты социальные, да, то есть вначале ты это делаешь, потому что вот появился маленький малыш, тебе не хочется ни с кем общаться, потом у тебя просто нет времени, а потом у тебя просто нет сил, да, то есть все равно социальные контакты нам важны. Важно же также, что ну, способствует, усугубляет это все, вот чувство недооцененности, да, это когда, например, у нас что принято, что как бы вот ты сидишь дома, ты занимаешься домашними делами, там, детьми, их образованием, обучением, ну как бы это несложная работа, да, особенно в эквиваленте там с работой мужчины, да, то есть женщина у нас по умолчанию много не умеет зарабатывать в большинстве своем, поэтому сиди-ка ты дома.
И, естественно, твой труд, ну, не оценивается. Кажется, что в этом нет ничего сложного, там, помыть полы, погулять с ребенком, отвезти его в школу, отвезти на занятия. Ее труд просто обесценивается. Помимо этого, она может, наоборот, слышать кучу претензий в свой адрес. Там, суп пересолила, недостаточно чисто, ребенок с соплями обкаканный ходит, почему то не сделала, почему это не сделала. И когда ты начинаешь пребывать в этом состоянии постоянно, ты вначале этому сопротивляешься, а потом в какой-то момент принимаешь на себя эту картинку мира, такой новой субличности. Я плохая мать, я нехорошая, я недостаточно хороша, да. Вот. И вот эта недооцененность, отсутствие похвалы, отсутствие мотивации за какие-то важные, значимые дела для себя, отсутствие возможности организовать себе вот какие-то поощрения, оно приводит к этому, усугубляет эту ситуацию. Еще помимо этого, это вот полное растворение в ребенке, полное растворение в домашних обязанностях. Я не устаю повторять вот на множестве тренингов, так называемое колесо баланса, знаменитое колесо баланса, что наша жизнь, она вся состоит из множества секторов. Мы выполняем множество важных для нас функций. У нас есть множество базовых потребностей. Потребность в любви, потребность в общении с друзьями, с коллегами, с близкими людьми, с мужем, с семьей, потребность в заботе о своем здоровье, потребность в развитии, в саморазвитии, в отношениях с детьми, да, то есть это множество секторов. И вот если твое колесо хромает, не гармоничное, то оно не покатится, да, то есть твоя жизнь будет постоянно вот на какие-то колдоебины натыкаться, да, то есть задача все-таки гармонизировать свою жизнь. Особенно это вот касается для мам особят, да, когда ты просто вот всю свою жизнь выстраиваешь в векторе развития ребенка, вот все, ничего другого как будто бы не существует. И это бесцельное времяпровождение там по занятиям, по коррекциям, оно еще очень сомнительно, и насколько нужно столько много для ребенка, это невротизирует и мать, и ребенка, когда этого сверх много. И то есть, когда вся твоя жизнь просто вот в пике в такой, да, у тебя не колесо получается, а треугольник, да, какая-то звезда, которая никуда не катится. И, естественно, копится внутреннее напряжение, копится внутренний конфликт, потому что, акцентируя внимание на заботе о ребенке, ты, естественно, ставишь под угрозу сферу общения с мужем, с родными, самореализацию, да, и напряжение, недовольство копится там. Если ты переключаешься туда и уделяешь меньше внимания ребенку, потому что ресурс-то твой эмоциональный, временной, психический, он все равно ограничен, соответственно, у тебя внутренне начинает развиваться вот пожирающее чувство вины, да, стыда, что вот, ну, я недостаточно додаю ребенку. То есть здесь очень важно находить баланс, очень важно. Вот, и, естественно, вот из этих причин, понимание всех этих причин, порождает как бы уже инструменты, что мы можем сделать, как мы можем помочь для того, чтобы с этим работать. И непосредственно, если к методам самопомощи, то здесь в первую очередь, ну, хочется сказать про следующее. Самое важное и самое первое – это понимание того, что этот процесс конечен, что ребенок вырастает, ребенок отпочковывается, он начинает самоопределяться, ему уже нужны границы от вас, от мамы непосредственно, да, то есть идет сепарация. И то есть процесс взросления, он как бы естественен. То есть первые годы жизни, конечно, мама нужна. Потом нужна все меньше, меньше и меньше, да, то есть и понимание этого процесса как-то все-таки облегчает восприятие этого всего. Второй важный фактор, кстати, вот еще забыла, ну, в продолжение к этому, хочу все-таки добавить, что вот с особенностями развития здесь, конечно, индивидуальнее и глубже, потому что мы понимаем, что развитие может и не произойти, нужного развития, ребенок может всю свою жизнь быть зависим от родителей, да, то есть и не произойдет никогда сепарации, ты будешь вынужден, включен вот в этот процесс, долгосрочный процесс ухода за своим ребенком. Но здесь это вопрос все-таки для индивидуальной терапии, вот, а не для самопомощи. Здесь важно искать смысл, да, то есть переформулировать проблему в поиск значимости, в поиск смысла, вообще для чего все это происходит. Ну, про это мы говорили уже в предыдущих видео. Второй важный момент, он также вытекает из общения с ребенком. Мы понимаем, что именно контакт с ребенком, его любовь к нам, его безусловное принятие нас, оно
провоцирует выработку такого гормона, как окситоцин, да, то есть это то, что нас наполняет, то, что дает нам силы проживать эти непростые состояния с ночными кормлениями, с ночными ухаживаниями, недосыпом, вот этой усталостью, да, то есть и в контакте с ребенком, то есть глядя на его любящие глаза, на его потребность в нас, мы как раз-таки этот окситоцин и получаем. Вот, третий важный момент, нужно все-таки очень четко, правильно выстроить, организовать свой отдых. И здесь в первую очередь вопрос к сну, к наличию и качеству сна. Да? То есть если мама не восстанавливается, она опустошается. И если мама пуста, то никакого гармоничного развития у ребенка не получится. Поэтому очень сложно, по-разному бывает. Женщины приходят в терапию, говорят, ну я не могу, ну что я придумаю, вот у меня нет мужа, нет родственников, я одна, что я могу сделать, у меня нет денег. И вот на самом деле тупик тупиковый. Но я вам скажу так, что надо разбираться. Все ответы внутри человека находятся. Надо разбираться, надо придумывать. И это самое важное. Надо учиться организовывать себе отдых. Нанимать кого-то, просить кого-то, не отвергать чью-то поддержку. Да? То есть использовать все ресурсы для того, чтобы себе этот отдых организовать. Не с точки зрения избегания, вот как бы... Вот есть мои интересы, я только ими живу, а на ребенка я положу. А именно с точки зрения того, что нужно в первую очередь наполнить себя для того, чтобы вот эту наполненность передать своему ребенку. Потому что общение с ним для тебя важно, ты не избегаешь этого. Вот. Второй важный момент, чтобы физиологически себя поддержать, нужно пересматривать свой рацион питания. Я вам это говорю как диетолог отчасти, потому что именно питание у нас запускает многие гормональные процессы, мы можем с помощью питания воздействовать как раз-таки на гормональный фон, на выработку эндорфинов, серотонина, дофамина, да, то есть это гормоны удовольствия. Это то, что противодействует вот стрессу, стрессорам, да, нашим. Другой важный момент, что не пренебрегать физической нагрузкой, даже если очень сильно не хочется, по одной простой причине. Это даже вопрос не фигуры абсолютно, а это вопрос того, что именно в процессе физической деятельности у нас идет выработка серотонина, у нас идет эндорфин-энкефалиновое наполнение, это антагонисты стрессовых гормонов. Мы по факту, говоря метафорически, стресс вгоняем в мышцы. То есть если ты нервничаешь, злишься, устал, 10 раз приседай, 20 раз отжимайся. И это как бы не шутка, это очень прямая рекомендация. Гуляй, активничай, старайся себя вытягивать. Вот. Еще важный такой момент, ключевой момент, это разбираться все-таки с тем, чтобы грамотно выстроить приоритеты. Понятно, что снизить, скажем так, свою планку вот, желаний, претензий каких-то, ожиданий, да, потому что мы понимаем, что мы не можем быть идеальными всегда, везде и во всем. Иногда нужно все-таки проявить слабину, где-то позволить себе быть слабой, не идеальной. Невозможно все делать идеально, да, то есть поработать нужно со своим максимализмом, со своим перфекционизмом, самостоятельно, либо вот в помощи, либо в тандеме с терапевтом. То есть это отработать, понимать, что не можешь ты соответствовать всем эталонам идеальности, это невозможно. Ты ограничена в эмоциональных, психических и во временных ресурсах. Вот. И вытекающее из этого нужно уметь выставлять приоритеты. Что важно, что не очень, что может подождать. Да? То есть прожить это состояние надо просто прожить, как бы протечь. Время терапевтирует, время все равно выведет к тому, что вы пройдете эту стадию и появятся ресурсы, наполненность. Найдите то, что будет вас наполнять. Оно есть у каждого, это могут быть медитация, аутотренинг, это будет, возможно, это будут какие-то походы, прогулки. В общем, здесь нужно максимально работать, максимально искать. Все, удачного дня, полезной практики и до встречи.